Участники наслаждаются ярким открытием забега. Их пришли порадовать своими выступлениями вокально-инструментальный ансамбль «Гунда» и юные гимнастки. Несмотря на непогоду, чувствуется теплая и спортивная атмосфера. Конечно же, каждая команда готовится к старту, ведь их ждут внушительные 10 километров. Немного волнуюсь и предвкушаю уже начало. В школе мы проходили бег, готовились. По вопросам тоже нас подготовили по истории. Настрой боевой, но самое главное это для меня участие, чтобы молодежь развивалась, и все это самое важное. А на призовое, дай бог, займем. Спортивно-массовое мероприятие, а именно квест-забег «Дорога Диаскуров», посвящено Дню освобождения Сухума. Благодаря забегу каждый житель увидит доступность и важность занятий спортом. Потому что мы представители группы «Человеческий потенциал», это команда Абхазии, группа первая. Проходили обучение в Васильское управление «Сеиш», и прошло у нас, получается, 2 модуля, ждет еще 2. И на протяжении 1-го и 2-го модуля разрабатывали ряд проектов, формировали эти проекты, и в процессе формирования мы уже вышли на квест-забег, подумали, что это будет весело, и привлечь детей-спортсменок, вот, в частности гимнасток, ребят, которые занимаются в различных секциях спортивных, сделать мероприятие веселым и в то же время, чтобы как бы это было связано с раскрытием вообще понимания того, что есть здоровый образ жизни. Значимую роль в этом мероприятии сыграли волонтеры, которые помогали судьям на каждом этапе. Волонтеры волонтерского центра сегодня координируют полностью работу квеста, маршрута. Они стоят по разным локациям, помогают судьям, участникам, ориентируют их. Привлечено около 40 человек. Да, волонтерский центр является одним из проектов команды Абхазии, группы «Активный гражданин». Сам по себе забег направлен на популяризацию спорта и здорового образа жизни. В общей сложности в забеге приняли участие более 100 человек, которые сформировали команды по 3-5 человек в каждой. В числе бегунов были как профессиональные спортсмены, так и студенты, любители спорта и школьники. Вот так задорно и с хорошим настроением наши участники начали старт. Но впереди их, конечно же, ждет и интеллектуальная часть, которая будет состоять из различных заданий и подсказок. Командам было необходимо пройти определенное количество станций, среди которых фуникулер и Сухумская крепость, где их ждали необычные задания. А самой первой станцией стал ботанический сад. Давай. На первой точке ребятам будет необходимо разложить все листики по названиям, после чего они должны будут отгадать ребус. Потом все судьи записывают их результаты и отпускают на вторую точку. В рамках акции на станции ГУМа прошла ярмарка экопродуктов, лекция о здоровом и правильном питании, а также мастер-классы по химии и биологии. Это финальная точка забега, где ребята наконец-то смогут отдохнуть и узнать свои результаты. Но впереди их ждет увлекательная лекция Алисы Чанба и, конечно же, награждение. После финиша участники не сдерживают эмоций. Несмотря на непростые задания, ребята справились с поставленными задачами и просто с удовольствием провели время. У меня очень хорошие эмоции. Я очень была рада, когда мне сказали, что я участвую, потому что я очень хотела поучаствовать в таком марафоне, в таком забеге. Всем очень понравилось. Больше всего нам понравилось, естественно, понравились загадки. Понравились команда Абжева Ахидзу, педагогика факультета Канписхала Сырхут. Хара ари дара гахрили хадахкали дара яхгуб хейты табуб храс хута абри эйчес каздики. Я довольна своей командой, потому что они не подвели меня, и, в принципе, мы работали очень слаженно. Победителей наградили призами, а все участники получили новые впечатления и хорошее настроение. Забег проходил в рамках продвижения здорового образа жизни. Он также объединяет поколения вокруг идеи активности и, конечно же, спорта. Айлида Арутюнян, Давид Хашик, Аля Самичба, Абхазское телевидение.